Что отличает ингушскую литературу от других? Актуальность и правдивость. Какой период советской истории не возьми, ингушские поэты и писатели оперативно отзывались на текущие события. В зале научно-исследовательского института сегодня собрались творческая интеллигенция Ингушетии и гости из соседних республик. Повод важный – презентация первых 2 томов издания «Очерки ингушской литературы». Сегодня мы знаем, какое внимание уделяет профессии писателя и глава Республики Ингушетия. Регулярно проходят встречи, оказывается помощь. У нас Накастоев Халаш, он является председателем Союза писателей Республики Ингушетия. И вот эти слова о том, что писатели, поэты в том числе участвуют в укреплении суверенитета нашей страны, они имеют огромное значение. Работа написана на основе большого фактического материала. В труд включены имена и произведения первых писателей. Но вошли не все достойные ингушские литераторы. В первую очередь это было связано с отсутствием источников из-за известных исторических событий в жизни народа. Проект не завершен. В последующих томах планируется восполнить имеющиеся прорехи. Об ингушской литературе, как и обо всех литературах Северного Кавказа, Северокавказского региона, принято говорить, что она младописьменная, новописьменная. На самом деле, это так, но к началу 20 века сложилась такая культурная ситуация, когда стали зарождаться первые признаки письменной литературы. Они были заложены нашими просветителями, великими ингушами, такими как Чархахиев, Васангелей Магомед Жабагиевой, Осман Мурзабеков и Магомед Татиев. Предлагаемый читателям труд – первый опыт написания очерков ингушской литературы на русском языке. Его концепция была разработана коллективом авторов Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, который на протяжении 7 лет интенсивно работал над их созданием. Это очень фундаментальный труд, он будет полезен не только и важен для Ингушетии, он важен для всей многонациональной науки народов России, в том числе и Кавказа. Потому что все научные исследователи дальнейшие будут ссылаться на этот труд, будут писать о нем научные статьи, диссертации, научные труды. И это очень важно для всероссийской научной общественности и науки вообще. Работа отражает процессы становления и развития ингушской литературы как языка культуры народа, в котором главным было утверждение общечеловеческих ценностей и сохранение нравственного опыта прошлых поколений. Издание приурочено к столетию ингушской государственности. Эти книги будут полезны особенно в общеобразовательных учреждениях. Мы попытались там четко обозначить, кто, как и работал. В них в каждом очерке даны краткое описание биографий наших писателей, потом даны их творчество и в каком ключе с учетом современных реалий приходится понимать вот их эти произведения. Очерки ингушской литературы не первая работа, которая выходит в рамках проекта «Литературная гостиная». До этого у нас были опубликованы, выпущены несколько книг, посвященных героям Великой Отечественной войны, где на каких фронтах, сколько наших людей участвовало. То есть выявленных более 20 тысяч сегодня, выявленных, под которыми есть документальная основа. Напомню, что проект «Литературная гостиная», в рамках которой сегодня проходит презентация, возродили в научно-исследовательском институте гуманитарных наук в феврале этого года. Создать атмосферу прекрасного, ознакомить читателей с классической и современной литературой Кавказа. С главной задачей общества поэтов здесь справляются. Литераторы уверены, такие собрания дадут свои плоды. Амина Зязикова, Билал Ахигов, Магаз 24.